Привет, друзья! Чё вам, друзья? Это я, пока мы уже с вами поздоровался. Сегодня опять у нас Вообще, сегодня классная погода. Градусов 15. На улице тепло. Ветра вообще нету. И вот решил сегодня прогуляться. Заодно там надо... раз уж выехал, там пару корыт дров привезу до крыльца. И вот на фоне сугроба Химаса, как видите, наши сугробы растут. Уже вот такие горы снега у нас. Как видите, но зима продолжается. Это февраль, это середина зимы. И это не конец у нас. По календарю, конечно, март наступает весна. А у нас нет, нифига. Это у нас и март может такие морозы выдать, и такую пургу еще заделать. Будь здоров. Ладно, немножко я прогуляюсь, покатаюсь, потом занесу, подкачу дров. Обычная деревенская прогулка по дому. А что еще делать? Как сказать, и в деревне зимой не очень много. Дрова заготовить на следующий год, снег почистить. Снег почищен, чистят у меня. Сестра чистит. И видите, как все чисто, все дорожки широкие, расчищено. Очень хорошо ездить мне. За это спасибо ей огромное. Вот. Дрова у меня уже все спиленные, наколотые на следующий год. То есть ждем потепления и будут складывать. Ну все, я еще покажу вон, как устроена у меня камера экшен. По возможности я снимаю на вот эту экшен камеру. Вот. Ладно, покатаюсь я, ребята, чуток. А потом еще дрова буду заносить. Так, прокачусь еще по селу, ребята. Вот зимой какая классная дорога у нас. Зимой тебе не осень и не лето.
прогулялся. Нормально. Солнце светит. Тепло на улице. Сказали, что дядя Миша на рыбалку тоже пошел. Хотел к нему съездить, там надо прикормку ему отнести. Да. Позвонил так на рыбалку. В следующий раз. Здорово! Вон шарик торчит. Тепло ему. Вот эти сырые дрова надо в поленницу еще перетаскать. И немножко помогу, так сказать, ну, хотя бы несколько рейсов вот, корыто будем складывать дрова, я буду там отвозить на крест. Вот столько примерно нагрузили в одно корыто, сейчас поедем. Тронули корыто и вперед. Как-то тянет нормально. Даже легко. Даже дрифтуем. Вот, как бы вот сюда в поленницу мы под крышу эти дрова таскаем, складываем. Это уже на следующий год. За лето они высохнут и будем пользоваться всю зиму потом этими дровами. Вот так. Нормально. Главное тронуться с места, а потом как пуля летит. Это корыто даже не чувствует. Вот так и будем
таскать, складывать. Обычная деревенская жизнь, как так сказать. Все. Ладно. Поехали дальше. Пандус мой. Мощный, конечно, пандус, это скользкий. Попытаемся заехать. Ну что, друзья, опять заканчиваю я свою небольшую прогулку. Немножко поработали, прогулялись, так сказать. Грех сидеть такой красивый день дома. Всех призываю, особенно в частности всех людей с ограниченными возможностями. Ну вот найди как-то способ, чтобы выйти там хотя бы немножко на улицу там подышать свежим воздухом. Такие. Не надо бояться мороза. Оденьтесь потеплее и выходите. Можно, конечно, и дома посидеть. Но кому как. Я считаю, что надо все равно там выйти, прогуляться. Что я еще хочу сказать? Опять же, призываю своих подписчиков нажать на колокольчик. Обязательно, пожалуйста, нажмите на колокольчик, потому что без нажатия на колокольчик не будут приходить оповещения, то, что у меня вышло, например, видео, и не будет такого эффекта для меня. А мне нужно, продвигались мои видео, чтобы развивался мой канал. Тем самым вы мне окажете очень большую поддержку. Гостям канала прошу подписаться, оставаться на нашем канале. Скоро все-таки будет лето, и я думаю, что съемки деревенской жизни, например, съемки там работы на огороде, там съемки на рыбалке летней, съемки что там по дому, возле дома, например. Летом все-таки будет больше съемок. Сейчас мне эту тяжелую зиму и переходный период, весну, как-то мне надо потерпеть. А там уже не за горами уже будет лето. Ну что, всем удачи, ребята, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Все, пока, друзья, до новых видео.